50 операций по лечению артроза на колене с помощью стволовых клеток провели в Уфе в клинике Башкирского медицинского университета. Особенность в том, что пациенту делают липофилинг, то есть откачивают жир, а затем обработанную жидкость вводят в коленный сустав. Это занимает полчаса. Врачи уже изучают опыт российских специалистов по выращиванию хрящей и стволовых клеток человека. Подробности у Екатерины Тимиряевой. Это уже третье хирургическое вмешательство на колене с помощью стволовых клеток у жителя Буздяка Шамиля Муратова. Пациент полностью спокоен. Эта же бригада врачей оперировала его в предыдущие разы. Артроз мужчине диагностировали 4 года назад. Говорит, таблетки по эффективности с операцией сравнивать не нужно. Облегчение после посещения больницы, а все манипуляции под местным наркозом. Пробовал лечиться там какими-то препаратами по 5, по 3 тысячи и больше толку не было. Колено болит уже года 4-5, наверное. Проблема что? Скрипит, болит. По ночам болело, при ходьбе болело. Таких операций в клинике Башкирского государственного медицинского университета провели уже более 50. Суть в том, что пациенту делают липофилинг, то есть откачивают жир. Полученную жидкость помещают в центрифугу для разделения на кровь, жир и, самое ценное, стволовые клетки, которые и вводятся затем в коленный сустав. Они размножаются, регенерируются и таким образом частично восстанавливают болезненную область. Уфимские врачи переняли опыт у основателей, коллег из Германии. Специалисты ездили в европейские медучреждения на практику, а теперь самостоятельно их проводят в Уфе. Там нас обучили профессор Лукас Прантель, пластический хирург, и профессор Виланд, кто они совместно внедрили это в травматологии, в урологии, в пластической хирургии и поделились с нами этим методом. В чем уникальность данной методики? В том, что количество вот этих активных клеток, мезенхимальных стволовых клеток, оно в 4 раза больше, чем, например, в костном мозге. А методика забора из костного мозга, она более сложная и более дорогостоящая. То есть здесь мы за счет, в общем-то, простой, недорогой и эффективной методики можем использовать данную технологию для лечения заболевания. Операция для пациента длится полчаса. Врачи говорят, что это самая простая процедура. Ученые долго изучали стволовые клетки. Их получали из пуповины при родах, костном мозге, а эффективным оказался жир. Из активных и здоровых клеток в объеме 3 мл 10 миллионов стволовых клеток. Такая процедура предназначена для действующих и бывших спортсменов, а также пациентов с диагностированным артрозом коленного сустава. В будущем врачи надеются использовать полностью выращенные части колена человека. Эти технологии развиваются и дальше. И на сегодняшний день уже в Российской Федерации одна только структура, одна фирма, научно-производственное объединение «Генериум» уже получила лицензию на выращивание этих искусственных менисков. И мы тоже с этим научным институтом сотрудничаем, и следующим этапом у нас уже будет, собственно, выращенные ткани организма. Шамиль Муратов так далеко не загадывает. Сразу после операции он может ходить. Под присмотром врачей пациент пробудет несколько дней, а в течение месяца колено уже не будет напоминать о себе так часто. Екатерина Тимиряева, Флорида Ким, Артур Елаев, Родион Матвеев. Новости Уфа.